Салам алейкум, дорогие подписчики. Насчет это схватки, это хотела это схватки, но появление ребенка хотела вам рассказать. Насчет схватки никого не надо слушать. Никого не надо. Паникуют они это вокруг. Я никого не слушала, я только посоветовала это, как это гинекологам, читала книги. И от мамы я много еще информации у меня была, как это при схватке, как себя надо вести. Чтобы разрыв это не было, да? Внутренний разрыв, это наружный, как это разрыв. Внутри разрыв это у нас разрыв шейка матки, а наружные они сами как это режут и шьют это влагалище это. Если ребенок как это вес большой. Вот моя мама родила 11 детей, у нее не было разрыв ни внутренний, ни наружный. Она еще родила все эти дети свои 4 600, 4 800. Только первый ребенок, моя мама как рассказывала, что она родила 3 700 или 700, не 4 килограмма. А младшая сестренка тоже. Остальные все, вот это 9 детей, вот это между первой и последней моей мамы. Все дети у нее, моей мамы 4 800, 4 600 она родила по весу. А вот у нее не было ни разрыв внутренний, ни наружный. Как наш гинеколог, она это смотрела, говорит, как это, это родила у вас все в порядке. Потому что моя мама, она, как она нам рассказала, она все работы. Ну, она раньше женщина, это другое, экология другая была, это питание другое было. Она это в декрет тоже это отправили, это она работала же в декрет, она еще дома потом побывала до этого рождения ребенка. А вот схватки, она как это, при схватке, она как объяснила мне, что не надо как это кричать, не надо орать, не надо как это ныть, просто держать себе вот так, вот кулак так держим, вот так, вот так. И потом тушимся. Сначала вот держим так, а потом тешим, тушимся. Будет все хорошо. Я когда вот схватки начались, 4 дня я дома была, никто не заметил, а наша сноха случайно нас заметила. "Вау!" - говорит, это 4-й день она. А нет, 3-й день, да. Потом 4-й день, еще одна сутка я в роддоме побывала, потом родила эту дочку. На 3-й день, 4 дней общая схватка у меня это продолжалась. На 3-й день она заметила, говорит: "А чё, тебе схватки, что ли?" Я говорю: "Не паникуй", говорю, "ничего, мне все в порядке". "Да ладно", говорит. Она звонила моему мужу: "Эй, приезжайте, забери свою". Это жена, она рожает здесь. Потом она как это звонила, мой муж приехал. Я говорю: "Пока я не рожаю", я говорю, это гинеколог это разговаривает. "Давай, говорит, тогда отвезем тебе это в роддом". Я говорю: "Подождите", я говорю, "я это намаз читаю". Говорю, потом масло черное тмина подогрела. Я говорю: "Масло пью, это 60 миллиграмм". И еще у нас есть такая, это обычай, что беременная женщина, это такой это одеял они положат, потом вот так они как это катают ее, женщина. Я лежу это горизонтально, да, горизонтально лежу. Они с оба моей стороны, они как катают туда-сюда, что это тоже метод ребенка тоже, позу ребенка тоже это поправляет. Меня это, когда последний УЗИ сделали, 32 недели, когда 32 недели беременности у меня это было, да, сказали, что ребенок это тазы предложения. Это кесарево сечение, они вот такой красный, это отметили, что кесарево сечение. А потом на 30 это шестой неделе я была это у этой гинеколога, роддом, который я родила, у гинеколога была приема, она смотрела, сказала, ребенок уже как это, не тазу, поперечник, как это, ребенок это лежит. Потом я сказала, что Аллах, это ты милый, ты слышишь меня. Помоги мне, пожалуйста, что ребенок это появился на свете, что я сама родила. Аллахом, как это молилась. А когда мы приехали в роддом, вот это я пила масло, они меня катали на это одеяло. Потом мой муж привез в роддом, а в роддом, когда принимали меня,
И, гинеколог, акушерка сказала, что, ребенок это 4 палец- это раскрытие этой шейки матки, и УЗИ сделали, ребенок с головой. Она тоже, когда, снизу это рукой сделала, сказала, ребенок с головой. И УЗИ сделали, это сердцебиение ребенка, все в порядке, но они сказали, что если я соглашусь, это кесарево они делают за возраст. Я сказала: "Нет, за возраст я не хочу никакой кесарево. Если у ребенка все в порядке, таз нормально, это сердцебиение нормально, ребенок это головой это стоит, это раскрытие шейки матки есть, давление у меня нормально, температуры у меня нету, наблюдается, они меня наблюдают, все в порядке". Поэтому я не кричала, не орала, не плакала. Даже, гинеколог, они зайдет это в родзал, и это, что ли, она хочет рожать ребенка сама, что ли? А я поворачивала и смотрю, какая красивая, высокая, симпатичная девочка. Я говорю: "Дайте мне, пожалуйста, это разбираться со своими схватками". Она говорит: "Да ладно", говорит, "с Богом", и уходит. Вот так они приходят и уходят. Акушерка говорит: "Не обижайте это с моей этой пациенткой". Она говорит: "Не расстраивайтесь", говорит, "я это рядом с вами". Ну, она как это посмотрит и, медсестру позовет, медсестра побывает со мной. Извините. И она как это, не я же одна у нее, правильно? Я не одна у нее еще там кто-то, что-то там за бумагами идет до того, что мне как это раскроется все это шейки. Потом она как это придет принять роду. Я еще одна сутка этого побывала в роддоме. Потом я в эту ночь мне это муж отвез. 10 ночи мы поехали. Потом следующий вечером, 6 часов я родила дочку. Без разрыва, без ничего. Ребенок появился на свете здоровый, без патологии, благодаря вниманию.